Здравствуйте! В эфире информационный выпуск М-Шипшара. Я и мои коллеги готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Аслан Бжани обсудил с членами правительства и главами районных администраций экономические показатели за прошедший год. Как изменилась жизнь подопечных фонда Ашана после прохождения курса лечения? Культурно-благотворительный фонд запустил новый проект. В Абхазии наблюдается рост спроса на отдых в весенние праздники. В Министерстве туризма сделали прогнозы на ближайшие несколько месяцев. Трехлетняя Налач Хибеля с врожденным пороком сердца нуждается в срочной операции. Президент Аслан Бжани провел расширенное совещание с членами правительства, главами районных администраций, руководителями фондов и предприятий. Тема встречи – вопросы экономического развития Абхазии. Материал готовится к эфиру. Как только будет готов, мы предложим его вашему вниманию. В Центральной избирательной комиссии провели жеребьевку по определению очередности выступления кандидатов в депутаты Народного собрания на государственном телевидении. Речь идет о трансляции бесплатных трехминутных и платных пятиминутных роликов. Согласно жребию, первыми с трехминутными роликами выступят депутаты 25 и 35 округов. В тот же день в эфир пойдут платные пятиминутные ролики 20 и 14 округов. Показ роликов начнется 23 февраля и завершится 11 марта. Кроме того, ЦИК зарегистрировала еще 10 кандидатов в депутаты Народного собрания. Также стало известно, что регистрация кандидатов в депутаты от Дурипшского округа номер 16 аннулирована согласно поданному заявлению. 21 февраля в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 16-го Дурипшского избирательного округа. На прямой эфир приглашены кандидаты Астамур Джугелия и Беслан Халваш. Затем начнется прямой эфир с участием кандидатов от 30-го Кутолского округа. На теледебаты приглашены Аслан Басария и Вахтанг Гуландзе. Также 21 февраля состоится эфир с участием кандидатов в депутаты от 1-го Новорайонского избирательного округа. На прямой эфир приглашены Инар Гицба, Рамаз Джопуа, Гунда Квициния. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту. Просьба указывать номер округа. Сотрудниками МВД задержаны граждане России, прибывшие в республику с целью распространения наркотических веществ. Все подробности в репортаже пресс-службы МВД. Разъясните, пожалуйста, по какому поводу вас задержали и где задержали? Нас задержали на пляже Маяк, за маяком, чуть подаль в 50 метрах, Это в городе Сухом? в городе Сухом. В Абхазию вчера приехали? Да. А зачем вы приехали в Абхазию? Работать. Работать? А что за работа? Распространение наркотиков. Каких не знаю. И что вы должны были делать с этими наркотиками? Нам давали место, и надо было их раскладывать и фотографировать. То есть вы должны были проводить тайные закладки, так называемые? Да. И какую сумму вам платили за эти наркотики? За одну платили 500 рублей. Синельникова Елена Витальевна 2001 года рождения приехала из села Кочубеевское Ставропольского края. С той же целью в Абхазию прибыл и Бодьев Вадим Александрович 2001 года рождения, житель села Краснокомское, также Ставропольского края. Последние были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в районе Маяк города Сухум. При личном досмотре у гражданина Ботьева изъято 46 заизолированных свертков с расфасованным наркотическим веществом. Как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД «Метадон». Наркотическое вещество данная преступная группа распространяла на малолюдных зимних пляжах столицы Абхазии. Действуя по предварительному сговору, роли в своем преступном умысле молодые люди распределили следующим образом.
Вадим Ботьев осуществлял непосредственно закладки, а Елена Синельникова фотографировала места размещения наркотического средства для последующей отправки конечному потребителю. При этом, в отличие от девушки, работа Ботьева оплачивалась в размере 1000 рублей за каждую сделанную так называемую закладку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении уже задержанных лиц сотрудники милиции при участии Ботьева и Синельниковой, а также граждан, приглашенных в качестве понятых, исследовали места ранее сделанных так называемых закладок, в результате чего изъяли еще 7 готовых к реализации свертков с наркотическим веществом. Таким образом, сотрудниками УКОН МВД изъята еще одна партия сильнодействующего наркотического средства в особо крупном размере, которое не попало к конечному потребителю. По оперативным данным пресечен наркоканал, действующий по псевдонимам «Марго». Суммы смертоносного зелья, завозимого для продажи в нашей стране, исчисляются шестизначными цифрами. Но каждая сохраненная жизнь и здоровье наших граждан бесценны. В деяниях Вадима Ботьева и Елены Синельниковой органам предварительного следствия усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики. А это незаконные приобретения, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере. По данному факту в отношении последних возбуждено уголовное дело. Вышеназванные граждане заключены под стражу. Расследование уголовного дела проводит Следственный отдел УВД по городу Сухум. В Донецке началась эвакуация жителей из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики распространили информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию. В связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР администрация города Сухум также предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей республик. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с информационным агентством «Спутник Абхазии» и телеканалом Абаза ТВ запустили проект «Плоды добра». Цель проекта – рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после прохождения курса лечения. Идея создания проекта «Плоды добра» у культурно-благотворительного фонда «Ашана» зародилась, исходя из запросов благотворителей, которые интересовались, как сложились судьбы подопечных фонда после оказания им помощи. Сотрудники фонда «Ашана» обратились с идеей к представителям информационного агентства «Спутник Абхазии», где получили поддержку. К проекту присоединилась и телекомпания «Абаза ТВ». Многие герои проекта уже вернулись к здоровой жизни, а кто-то сделал серьезный шаг на пути к выздоровлению. Каждый месяц на экранах телеканала Абаза ТВ и на страницах «Спутник» истории покажут плоды, которые приносят поддержку людей. На наш взгляд, эти истории будут стимулировать тех, кому еще нужно лечиться и бороться, и не опускать руки. Это очень нужное дело, показывает другим, что делает фонд все эти годы. И все эти годы мы с удовольствием стоим рядом с фондом «Ашана», потому что социальные проекты без политики и для людей одно из приоритетных направлений Абаза ТВ. И в этот раз мы с удовольствием поддержали тоже этот проект и надеюсь, что он будет иметь свои добрые плоды. За 10 лет культурно-благотворительному фонду «Ашана» удалось собрать более 75 миллионов 600 тысяч рублей. Оплачен 501 курс лечения 320 детям. Кроме того, «Ашана» провел более 300 благотворительных акций. И все эти годы в работе фонда информационную поддержку оказывали его партнеры и СМИ. Проект очень полезный и добрый, потому что он показывает то, что именно вклад человеческий, он не напрасен, что действительно люди, которые сегодня голосуют рублем за будущее ребенка, которое будет завтра, они имеют право знать, что стало с этим ребенком, как сложилась в дальнейшем его судьба. Вот так родилась идея, и сегодня есть возможность ее реализовать.
это прекрасно. Хочу добавить, что в течение 10 лет, благодаря нашим главным информационным партнерам, Абхазскому государственному телевидению, телекомпании Абаза ТВ и Спутнику, а также другим информационным партнерам, это газеты, телевидение, информационные порталы, которые дублируют, которые рассказывают информацию о подопечных фонда, которые нуждаются в помощи. Люди узнавали о том, что помощь необходима, но что стало в дальнейшем с ребенком, об этом мы мало говорим, и с сегодняшнего дня я думаю, что мы будем говорить о плодах добра часто. В рамках проекта «Плоды добра» раз в месяц на сайте «Спутник Абхазия» и в эфире телеканала Абаза ТВ будут рассказывать истории подопечных фонда Ашана, которым была оказана помощь. Алика Трапш, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Выдающийся спортсмен, мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу Георгий Сеченава 18 февраля отмечает юбилей. Легенде абхазского футбола исполнилось 80 лет. От имени Госкомитета по делам молодежи и спорта Георгию Сеченава были переданы памятная монета, цветы и благодарственное письмо, сообщает пресс-служба Госкомитета. Ваше имя занимает достойное место в ряду прославленных советских футболистов. Мы гордимся вашими достижениями, а наши сегодняшние спортсмены равняются на вас, говорится в письме. На протяжении 4 лет благотворительный фонд «Доброе дело» помогает людям с тяжелыми заболеваниями. Некоторые подопечные фонда уже получили медпомощь, другие с надеждой ждут своей очереди. На этот раз наша с вами помощь нужна 3-летней Нали Чхибелия. У ребенка врожденный порок сердца. 3-летняя Нала Чхибелия – одна из самых активных на детской площадке. Девочка ловко скатывается с горки и с удовольствием играет с сестрами, а их у нее 3. Глядя на Налу, ни за что не скажешь, что у нее врожденный порок сердца. Она любит поиграть. И еще она очень хорошо, когда она еще любит смотреть телевизор и телефон берет, смотрит мультики. В куклы поиграем, она любит тоже. Когда Нале исполнился месяц, педиатр на плановом осмотре обнаружил у нее шумы в сердце и назначил дополнительные исследования. С возрастом болезнь прогрессировала, и сегодня девочке необходимо хирургическое вмешательство. 795 тысяч стоит операция на сердце, пока собрано около 100 тысяч. Институт Бакунева в Москве. Будут там оперировать. Планируется в конце марта. Ну и от сборов зависит, как наберем сумму, мы отправим их сразу. Хирург нам позвонил, что 2 операции в один этап они делают. За это цена такая. Примерно каждый 100-й малыш рождается с врожденным пороком сердца. Заболевание давно научились успешно лечить, несмотря на то, что операция считается одной из сложных и травматичных. На каждой операции есть свой риск, но 99% надеемся, что она вернется к нам здоровой. И будет здоровой, как все. Кого мы отправили, сколько там, 12 или до 18 детей, кого мы прооперировали, все у нас здоровые. Все, нету ни одного ребенка, который повторная операция нужна или что-то. Все у нас здоровые бегают. Нала растет в многодетной семье. Сумма, необходимая для лечения, неподъемна для ее родных. Чтобы помочь Нале Чхибелия, нужно отправить СМС со словом «помощь» на короткий номер 5511. О других способах помощи можно узнать по телефону 937 55 11. Только все вместе мы можем подарить малышке крепкое сердце, счастливое детство и шанс на полноценную жизнь. Эсма Гуланзе, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Репортаж с расширенного совещания президента Аслана Бжаня, который он провел с членами правительства и главами районных администраций, готов. Репортаж Гугуцы Вардания. Открывая совещание, глава государства отметил, что давно планировал провести подобную встречу, однако в связи с эпидситуацией ее пришлось отложить. На повестке дня вопросы экономического развития Абхазии, а также отчеты о проделанной работе за 2021 год. Сегодня будет отчитываться экономический блок. Послушаем с тем, чтобы иметь суждение
о тех вопросах, которые удалось решить, о тех проблемах, которые не решены, и для того, чтобы найти пути выхода для решения назначенных проблем. Первым о проделанной работе отчитался председатель пенсионного фонда Денис Гулария. В 2021 году структура доходов фонда была утверждена в сумме 1 миллиарда 253 миллионов рублей. Из них было исполнено 1 миллиард 211 миллионов рублей, что составляет более 96%. Общее количество пенсионеров в республике на данный момент составляет 48 721 человек. Расходная часть бюджета фонда. Исполнение расходов бюджета фонда за 2021 год составил 1 миллиард 215 миллионов рублей или 95,3% утвержденным показателям. Остаток непрофинансированных пенсий, которые перешедшие с 2020 года на 2021 год в тот период, составлял 94 миллиона рублей. А если сравнивать суммы, которые перешли в 2022 год, то это 47 миллионов рублей по всей республике. Все военные категории в прошлом году были профинансированы в декабре, в том числе и Творчалский район. В 2021 году было начислено вообще по всем видам пенсий и доплат в общей сложности 1 миллиард 155 миллионов рублей. А перечислено 1 миллиард 200 миллионов рублей. По итогам 2021 года у нас остались обязательства невыполненные перед пенсионерами. По итогам 2021 года обязательства остались на общую сумму 47 миллионов рублей, но они были мы уже их полностью погасили в январе прошлого месяца. На сегодняшний день мы погасили полностью, профинансировали за январь месяц 2022 года. Сегодня мы отправили по городу Сухуму, мы начинаем в первоочередном порядке категории, связанные с войной. Самый большой и самая большая сумма по городу Сухуму мы за февраль отправили сегодня. Люди уже получат в понедельник. Далее о проделанной работе доложил председатель Государственной таможенной службы Отар Хецеп. Показатели начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 миллиарда 732 миллиона рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на более чем 577 миллионов рублей. Объем внешней торговли Республики Абхазия за 2021 год составил 35,9 миллиардов рублей, что выше показателей аналогичного периода 2020 года на 9,4 миллиарда. Из них товарооборот по импорту вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 29,9 миллиардов рублей. Товарооборот по экспорту сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 6,1 миллиард рублей. Увеличение импорта обусловлено ростом следующих товарных позиций: минеральные продукты, мясомолочная продукция, строительные материалы, фармацевтическая продукция, алкогольная продукция. Спад товарооборота связан с сокращением объема вывоза из страны таких товаров, как рыбий жир, рыбная мука, вино виноградное, древесинные изделия из нее, текстильные изделия, лом прессованный. В целях реализации основных направлений таможенной политики в республике тесно взаимодействует Государственная таможенная комиссия с иными государственными контролирующими органами. По итогам данной встречи представители Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия выразили свою готовность на выдачу генерального сертификата на весь объем экспортируемой продукции. Аналогичное согласие на выдачу сертификата соответствия качества выразили и представители госстандарта. Достигнутые договоренности позволили участникам внешнеэкономической деятельности максимально сократить время и процедуру прохождения таможенных формальностей. О деятельности банковской системы за 2021 год рассказал Беслан Барателия. Трансграничный оборот денежных средств, осуществленных через банк, составил более 97 миллиардов рублей. Приток денежных средств в Абхазию в прошлом году через банковскую систему составил 51,5 миллиардов рублей. Отток денежных средств из страны 46,1 миллиарда рублей.
Таким образом, сальдо движения денежных средств имело положительное значение в размере 5,4 миллиардов рублей, тогда как годом ранее, в 2020 году, это сальдо составляло 2,2 миллиарда рублей. Барателли отметил, что в прошлом году наметилось увеличение наличного денежного оборота. В кассы банковской системы республики поступило 43,8 миллиардов рублей. В 2021 году из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 9,2 миллиарда рублей. Для того, чтобы получить кредит, ставка процентная какая сегодня? Тут есть два подхода. Ставка процента – это рыночный механизм. К сожалению, искусственно на нее повлиять нельзя в том плане, что ставка процента отражает равновесие спроса и предложения на денежном рынке. Это и в теории, и в практике тоже так. Единственное, что может делать государство, когда директивно отходя от, рыночной ставки процента, вводит какие-то спецпрограммы, которые ориентированы только на определенную категорию людей. Если, например, сегодня искусственно, зная, что у нас ставка процента выше 20, там коммерческий банк искусственно опустит ставку, это приведет к тому, что вклады перестанут появляться в банках, то есть люди перестанут приносить деньги. Ресурсная база очень сильно оскуднеет, кредитный потенциал уменьшится. Объемы кредитов, которые банк сможет предоставить, резко уменьшатся, а желающих получить кредиты по низким ставкам станет еще больше. И встанет вопрос перед банком, кому из огромного количества людей банк должен выдать кредит по низким ставкам. То есть это сегодня можно сделать только если осознанно отсечь от дешевых кредитов всех желающих, а сформировать программы целевые. С учетом сложностей, которые были, и тех показателей, которые сегодня показывает банковская система, можно говорить о какой-то положительной динамике. Это понятно, это очевидно. Но в любом случае 25%, 20% эти кредиты не могут работать на развитие экономики. Это инструмент, который работает на экономику, на граждан. И инструмент работает не так, как хотелось бы, в силу объективных причин. И аргумент о том, что приоритет сохранить банковскую систему в ущерб интересам населения, для меня как бы сомнительная история. Люди хотят иметь дешевые деньги. Только дешевые деньги могут обеспечить рост экономики. Иначе сложно. Тут надо будет находить механизмы и подходы. Общий объем налоговых и иных обязательных платежей в 2021 году составил 3 миллиарда 400 миллионов рублей. При плане 2 миллиарда 959 миллионов рублей. Выполнение плана составило 115%. В денежном выражении было собрано в 2021 году на 436 миллионов больше. Если сравнивать фактические показатели с предыдущим периодом, можно говорить о следующих цифрах. В 2021 году собрали на 890 миллионов больше, чем в 2020 году. И на 808 миллионов больше, чем в 2019 году. Итог исполнения доходной части консолидированного государственного бюджета за предыдущий год составил 107,8%. В бюджетную систему Республики Абхазия поступило 11,5 миллиардов рублей при уточненных бюджетных назначениях в 10,7. Превышение показателей бюджетных сложилось на уровне 837 миллионов рублей. Здесь характерно отметить, наверное, самое главное, что способствовало превышению доходов над этими бюджетными назначениями. Все доходы, поступившие сверх уточненных показателей, это доходы собственные доходы бюджета. 837 миллионов рублей. В докладах предыдущих было высказано о особенностях и поступления средств по таможенным платежам, по налоговым доходам. Несомненно, это отразилось в итогах исполнения бюджета. Здесь мы наблюдаем достаточно высокий уровень поступления этих платежей. К примеру, могу сказать, значительный рост
налоговых доходов, таких как налог на добавленную стоимость, который превысил 30%. Вот. Аналогичная ситуация и по таможенным платежам. Вот эти показатели дают возможность говорить о том, что бюджетная система в 2021 году достаточно устойчиво вела себя. На совещании были обсуждены вопросы реализации инвестпрограммы, проблемы энергоотрасли и сельского хозяйства. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж совещания президента смотрите в нашей программе 19 февраля. С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме второй средней школы имени Пушкина, где болеют значительное количество учеников, сообщает сайт администрации столицы. Во второй школе болеют 8 учителей и 62 ученика. Школа не открывается по рекомендации главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, сообщила начальник управления образования администрации столицы Астанда Таркел. В Абхазии наблюдается рост спроса на отдых в весенние праздники. В Министерстве туризма сделали прогнозы на ближайшие несколько месяцев. В центре внимания туристов всеми любимые курортные города – Гагра, Новый Афон, Пицунда и Сухум. Репортаж Шазины Ханагуа. Абхазия привлекает туристов круглый год. Весной республика наполнена невероятно яркими красками, которые удивительным образом дополняют друг друга и создают незабываемые пейзажи. Чистый воздух, вечнозеленые пальмы, сосны, горные вершины, покрытые снегом, а море, хоть и холодное, по-прежнему манит. Искупаться вряд ли удастся, а вот гулять и любоваться достопримечательностями сколько душе угодно. На сегодняшний день во многих туристических объектах нашей страны уже ведутся подготовительные работы к туристическому сезону. Уже мониторим повышение спроса на Абхазию со стороны отдыхающих с республики, с Российской Федерации. Также пока говорить о летней броне чуть рано, но исходя из мировой практики в нынешнее время, за месяц-полтора месяца начинает идти активная фаза бронирования путевок в Абхазию. То есть сейчас тоже наблюдаются, в принципе, брони по Абхазии. Мы в постоянном контакте находимся с российскими туроператорами, которые нам сообщают о том, что по Абхазии идет достаточно положительный спрос на наши курорты, на нашу страну со стороны наших туристов. Но все же активная фаза бронирования будет уже с 15 марта наблюдаться. Повышение спроса наблюдается уже к праздничному дню 8 марта, а в центре внимания туристов всеми любимые курортные города – Гагра, Новый Афон, Пицунда, Сухум. Сухум, кстати, в сравнении с предыдущими годами очень активно начал развиваться. Также и Восточная Абхазия, можно сказать, Очамчыра город, и очень хорошие показатели фиксируются по источнику термальному. Во время пандемии туристов в нашей стране во многом привлекает отсутствие жестких антиковидных ограничений. В республику можно въехать и поселиться без QR-кодов или результатов ПЦР-диагностики. И, конечно же, главная фишка – природа Абхазии. По словам сотрудников Министерства туризма, многие берут путевки на более долгое пребывание. Из тех, кто совершает бронь в Абхазии, то есть количество дней немного увеличилось. Если раньше мы большая часть туристов брали от 5 до 10, до 12 дней, то сейчас на более долгосрочный период люди бронируют, у них количество дней пребывания в Абхазии значительно увеличилось. Ковид-требования к ательерам Абхазии остаются прежними. Обязательное ношение масок для обслуживающего персонала, присутствие санитайзеров, ежедневная обработка номеров. Шазина Ханагуа, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Сразу после новостей на нашем канале начнутся теледебаты кандидатов в депутаты Народного собрания от 10-го Пицунского избирательного округа Даута Хутаба. Затем в 21 час 30 минут теледебаты кандидатов в депутаты от 20-го Ацинского округа. На прямой эфир приглашены Аля Савицба, Алиса Гулария, Руслан Ладария, Рустам Мархоля, Олег Отерба и Нонна Смар. А в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 19 и 20 февраля ожидается облачная погода. В субботу временами дождь. В воскресенье без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 1,6, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 8 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.